Құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, қайырлы күн. Қостанай облысының өңірлік коммуникациялар қызметі алаңында кезекті брифинг. Бүгінгі өтетін брифингтің тақырыбы Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Қостанай облысы бойынша департаментінің 2023 жылғы қызметінің қорытындылары туралы. Спикерімізбен таныс болыңыздар. Гүлмира Ақылбекқызы Қабиева, Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Қостанай облысы бойынша департаменті басшысының орынбасары. Уважаемые представители СМИ, добрый день. Мы приветствуем вас в региональной службе коммуникации Костанайской области. Сегодня у нас очередной брифинг на тему об итогах деятельности Департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Костанайской области за 2023 год. Спикером выступает Кабиева Гульмира Акылбековна, заместитель руководителя Департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Костанайской области. Гүлмира Ақылбекқызы, ақпараттық алаңымызға қош келдіңіз. Сөз кезегі өзіңізде. Қайырлы күн, құрметті бұқаралық ақпарат құралдары, әріптестер. Қазақстан халқына әділ мемлекеттік біртұтас ұлт, берекелі қоғам, мемлекеттік басшысы мемлекеттік басқару жүйесінің кешенді қайта жүктеу міндетін қойды. Бұл міндетті іске асыру әділдік, адалдық, ашықтық және адам орталықталығы қағидаттарында сервистік мемлекеттік ақпаратты қалыптастыруды, сондай-ақ азаматтардың мемлекеттік институттарға деген сенімді нығайтуды, мемлекеттік аппараттың қоғам мүддесінде үйлесімді жұмыс істеуін қамтамасыз етуді талап етеді. Біздің күш-жігеріміз әлемдік тәжірибенің жетістіктерін және мемлекеттік қызметтің мансаптық және позициялық модельдерінің 10 аспектілерін ескере отырып, мемлекеттік ақпарат жұмысын жаңа тиімді ұйымдастыруды қалыптастыруға бағытталған. Департаменттің осы салада қандай жұмыс атқарып жатқанын туралы хабарлауға рұқсат етіңіз. Добрый день, уважаемые представители средств массовой информации. В первую очередь хотелось бы отметить, что непосредственной задачей территориального департамента агентства по делам государственной службы по Костанайской области как раз является направлена на реализацию в пределах региона государственной политики в сфере государственной службы, оценки качества оказания государственных услуг, государственного контроля за качеством оказания государственных услуг, а также выработки мер по дебюрократизации государственного аппарата. Также непосредственной задачей департамента является координация деятельности территориальных подразделений центральных государственных органов и местных исполнительных органов региона в вопросах соблюдения законодательства о государственной службе и о государственных услугах. Сегодня на территории Костанайского региона действует 648 государственных учреждений со штатной численностью 5506 единиц. В настоящий момент имеются 234 вакансии. Наблюдается высокий уровень качественного кадрового состава государственных служащих. Так, высшее образование имеет 89% от общей фактической штатной численности. Свыше 800 государственных служащих имеют более одного высшего образования. 12 являются выпускниками Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан. Свыше 140 государственных служащих имеют послевузовское образование. Кроме того, средний стаж на государственной службе составляет 11 лет, а средний возраст 40 лет. Успешно реализуется гендерная политика. Свыше 60% служащих составляют женщины. Из них на руководящих должностях 735 женщин. От общего количества государственных служащих порядка 30% или 1552 лица составляют молодые люди в возрасте до 35 лет. За последние несколько лет в области отмечается положительная динамика по кадровой стабильности государственного аппарата. Показатель оттока кадров из системы госслужбы по итогам 2023 года находится в пределах 2%. Или 62 государственных служащих местных исполнительных органов, которые покинули государственную службу по собственному желанию. На этапе по результатам внутренних конкурсов местных исполнительных органов принято 107 кандидатов на вышестоящую должность. Все эти назначения были произведены в рамках реализации принципа меритократии. Путем участия наблюдателей и экспертов во всех конкурсах обеспечена прозрачность проводимых конкурсных процедур.
Обучение служащих является важной составляющей при их продвижении и оценке эффективности. Сегодня главным ядром обучения в этой системе является Академия государственного управления при президенте Республики Казахстан. Так, по итогам текущего года в области обучено свыше 1600 государственных служащих в филиале Академии государственного управления. При этом департамент совместно с филиалом Академии государственного управления реализуется ряд совместных проектов, таких как Ассоциация выпускников Академии, обучение цифровой грамотности и HR-центры. В 2023 году прошли прямые выборы акимов сел, избраны 54 акима, согласованы 172 кандидатов. Одним из новелл является возможность прямого назначения на вышестоящие должности корпуса Б кандидатов из реального сектора с учетом наличия у них отраслевого опыта и функционала выбранной должности по согласованию с агентством, исходя из оценки его способностей и компетенций. Так, по итогам текущего года были назначены 7 человек по вышеуказанному порядку. Предусмотрено также внеконкурсное назначение выпускников организации образования при президенте Республики Казахстан. Открыт беспрепятственный вход на государственную службу для лучших выпускников высших учебных заведений, обученных за счет государственного гранта. Они могут начать карьеру без прохождения конкурсного отбора с низовых должностей районов и сел. Так свои права реализовали 13 выпускников, обучившихся по гранту. В 2023 году Департаментом по линии контроля в сфере государственной службы проведено 22 проверочных мероприятия, где было выявлено свыше 400 нарушений. В целях устранения выявленных нарушений в госорганы были внесены 18 предписаний по устранению выявленных нарушений и восстановлены права 7 государственных служащих. Так, по результатам профилактического контроля были установлены следующие нарушения. Это такие факты, связанные с несоблюдением требований этического кодекса, которые были выражены в части несохранности обеспечения государственной собственности, а также использования госимущества не по целевому назначению. Также были установлены факты прав государственных служащих, связанные с незаконным наложением дисциплинарного взыскания, несвоевременной оплаты отпусков и командировочных расходов. По рекомендации департамента привлечены к дисциплинарной и административной ответственности ряд государственных служащих, так к административной ответственности за нарушение конкурсных процедур. Привлечены 2 государственных служащих. За неправомерное освобождение лиц с административной государственной должности привлечено у нас 1 должностное лицо, а также в связи с незаконным превышением работодателя нормальной и сокращенной продолжительности рабочего времени у нас тоже привлечены к административной ответственности 2 государственных служащих. Также важным является анализ совершения служащим дисциплинарных административных правонарушений. Как показывает практика, прослеживается тенденция снижения совершения проступков, дискредитирующих государственную службу руководящим составом. Так, Советом по этике в 2023 году рассмотрены 22 дисциплинарных дела. При этом отмечаем уменьшение количества привлекаемых к дисциплинарной ответственности на 19%. Касательно административных правонарушений, то здесь количество у нас снизилось на 3%, если сравнивать с прошлым годом. Наибольшее количество административных правонарушений у нас приходится на дорожно-транспортную сферу, государственных закупок, налогообложения. Департаментом проводятся анализы по принятию ограничений государственным служащим. Законодательством для превенции коррупционных рисков предусмотрен ряд ограничений и запретов. Так, государственным служащим запрещается использовать в неслужебных целях госимущество и служебную информацию. Несоблюдением данных ограничений является использование служебного авто в личных целях. Только за 9 месяцев текущего года по результатам проведенного мониторинга установлено свыше 600 фактов использования служебного авто в нерабочее время и выходные дни. Кроме того, имеются места факты наличия регистрации предпринимательской деятельности государственными служащими, что нарушает установленные запреты. Если перейти на блок
контроля качества за оказанием государственных услуг, то здесь необходимо отметить, что сейчас на территории области оказано более 8 миллионов услуг, что соответствует показателю прошлого года. Сохраняется положительная тенденция количества услуг, оказанных в электронном виде. Данный показатель в течение последних 3 лет сохраняется на уровне 96%. Видимые результаты показали такие следующие инициативы департамента. Так, в рамках проекта Департамента цифровой грамотности обучено более 47 тысяч человек. В школах размещено свыше 700 баннеров, информирующих о серверах электронных услуг. Состоялись свыше 20 выпусков телепередач «Елге Қызмет». Проведено свыше 200 прямых эфиров, а также оказаны свыше около 2000 гражданам услуги на дому. В каждом ЦОНе и госоргане размещены и установлены баннеры и плакаты с информацией об обжаловании в департамент в случае нарушения их прав и законных интересов. Порядка 531 сотрудников, оказывающих услуги, прошли обучение в рамках семинаров по теме «Ен алдымен алдамдар». По линии государственных услуг рассмотрено 44 обращения, что практически почти 2 раза меньше аналогичного периода прошлого года. Принятыми мерами восстановлены права 32 услугополучателей. При этом в сравнении с аналогичным периодом это на 40% больше. Доля восстановленных прав за отчетный период составила 100%, при стратегическом показателе агентства 88%. За истекший период по линии контроля за качеством оказания государственных услуг проведено 28 проверок, в ходе которых было выявлено свыше 1000 нарушений. Так восстановлены права жителей села Денисовка, столкнувшихся с необоснованным затягиванием сроков при получении техпаспортов на объекты, а также жительницы города Косаная при назначении социальной выплаты по случаю потери работы. Более того, для повышения качества и доступности государственных услуг внедрена практика восстановления законности на основе проактивного мониторинга. Благодаря этому механизму в текущем году выявлено свыше 2000 нарушений, что позволяет оперативно восстанавливать права услугополучателей. Так, выявлено свыше 20 фактов необоснованных отказов в предоставлении земельных участков. К примеру, ссылаясь на требования Гражданского кодекса, предусматривающие, что осуществление гражданских прав не должно нарушать интересы других субъектов права, гражданину было отказано в предоставлении земельного участка. При этом, отказывая в услуге, не были госорганам уточнены, чьи конкретно права и интересы затрагиваются. Также используются на государственной службе инструменты общественного вовлечения и общественного контроля. Членами межведомственной рабочей группы выработано свыше 150 рекомендаций, направленных на повышение сервисной и отзывчивой формы оказания госуслуг. Так, отталкиваясь от пожеланий общественности, государственные корпорации проведены ремонтные работы в помещениях, отделениях центров обслуживания населения. Общественным контролем охвачено 217 объектов, в которых было выявлено 35 нарушений. По результатам удалось устранить излишнюю бюрократию в сфере здравоохранения, которая была выражена в навязывании дополнительного осмотра врачей при получении справки о допуске к управлению транспортным средством. В текущем году наблюдается незначительное снижение количества лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности. Возбуждено 34 административных протоколов по несоблюдению законодательства о государственных услугах, по которым имеется стопроцентная оплата. В рамках перехода от бюрократической модели отношения государства и общества выработано свыше 100 предложений. К примеру, исключение практики по истребованию от населения справок о ветеринарном благополучии. Порядка 1500 граждан, планирующих разводить скот, по запросу финансовых институтов пришлось требовать справки о ветеринарном благополучии. Данное требование является завышенным, так как не предусмотрено законодательством, соответственно, влекущим бюрократию. Департаментом агентства на постоянной основе проводится на постоянной основе, как из основных задач является как раз проводится политика, которая связана с созданием профессионального государственного аппарата. У меня все. Ақпаратыңыз үшін алғыс білдіреміз. Келіп түскен сұрақтар легі жоқ. Сол себептен біз брифингті аяқтауды ұсынамыз. Барлықтарыңызға көп рахмет. Уважаемые участники, мы завершаем наш брифинг. Спасибо за внимание.